Бермет Куренкеева в тот злополучный день, 4 июля, возвращалась со своей семьей с отдыха на Иссыкуле. Они ехали на машине марки Honda Fit. По ее словам, на объездной дороге, близ Токмака, машина марки Toyota выехала на встречную полосу, чтобы сделать обгон. Но водитель не справился с управлением и задел автомашину Subaru, которая, в свою очередь, на ходу стукнула Honda Fit. В результате Honda выбросила за обочину, и она перевернулась несколько раз. Было 5. Значит, мама наша, она там же скончалась, а брат по дороге скончался. Точнее, в больнице. Я получила повреждения, муж мой и деверь наш. Он как раз, я была по левой стороне, удар был с левой стороны, и большая часть удара получается сзади меня, где сидел деверь. Он получил тяжелые ранения, в результате чего 5 позвоночников сломались, и он сейчас в данный момент в лежачем положении. В этой аварии погибли мой муж и свекровь, а зять сейчас парализованный лежит в больнице. Мы только отходим от шока. За эти месяцы сторона обвиняемого Кубата Мусаева пытались вытащить его из СИЗО. В областном суде отправили дело обратно в районный суд. Сегодняшнее заседание уже 4-е по счету. Мы просим правоохранительные и судебные органы справедливо рассмотреть дело в рамках закона. В результате ДТП Бермет потеряла свою маму и дядю. Они, не приходя в сознание, скончались в больнице. Сама она получила различные травмы, включая сотрясение головного мозга. По факту ДТП Иссык-Атинским РОВД было возбуждено уголовное дело. При проверке автомашины Toyota было выявлено, что за полгода на нее было выписано десятки штрафов за превышение скорости. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Нарушение правил безопасности и эксплуатации автомототранспортных средств. В ходе следствия в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления был задержан водитель автомашины марки Toyota Mark II, гражданин МК 1987 года рождения, и водворен в изолятор временного содержания. В Иссык-Атинском суде 7 октября допрашивали свидетелей страшной ДТП. Во время заседания адвокат обвиняемого Кубата Мусаева попросил судью отложить рассмотрение дела в связи с другим судебным процессом. Наша съемочная группа попросила адвоката ответить на несколько вопросов, но он уклонился, ссылаясь на занятость. Не закончится, давайте после того, как суд вынесет приговор. Нет, ваши вот доводы хотел бы узнать. Какие доводы? Что ваш подзащитный невиновен. Есть доводы. Например? Есть. Письменные доказательства, показания свидетелей, коротко. Извините, я тороплюсь. В следующий раз. После к нам обратились родственники обвиняемого и попросили осветить ситуацию объективно, но при этом они тоже отказались что-либо комментировать на камеру. Отметим, что были допрошены пострадавшие и их родственники, водитель Honda Fit. Судья назначил рассмотрение дела о ДТП на 15 октября. Будут допрошены оставшиеся свидетели и стороны перейдут к прениям. Наша съемочная группа будет следить за ходом этого дела.